Коалиция большинства в Джугурку-Кенеше одобрила кандидатуру Улугбека Марипова на пост премьер-министра. Марипов, 5 лет возглавлявший счетную палату, и другие члены правительства не присутствовали. Но то, что у него не было даже своей программы, вызвало споры. Кандидат в премьер-министр пришел, все без программы, без структуры, без состава правительства. Такое я помню, только еще было вот перед этим, это в октябре. Но, видимо, сейчас практика такая, что вы, главное, его одобрите, а потом мы сами все дооформим. Вот. Депутаты отметили, что кандидат на пост премьер-министра предложит программу, структуру и состав коалиции после получения поддержки со стороны коалиции большинства. По регламенту готов представить программу, структуру, состав, если вы поддержите кандидатуру премьер-министра. Марипов сказал, что проведет существенные реформы, как только вступит в должность. Изначально количество членов правительства сократится с 22 до 16. Вот уже со вчерашнего дня идут споры. Что вы думаете по поводу министра образования? Останется ли? Сейчас власть разрознена. Например, нынешнее Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации называется Министерство сельского хозяйства, водных ресурсов и регионального развития и включает Агентство лесного хозяйства и Агентство водных ресурсов. Что касается энергетики, будут очень большие изменения. Депутатов интересовало, как действующий премьер Марипов решит проблему престижа. Его спросили, как устроиться на работу через текущих знакомых. Не секрет, что профессионалы не могут попасть на госслужбу. Депутаты задаются вопросом, баллотируется ли он на пост с помощью отца. Следует отметить, что его отец Асамидин Марипов – заслуженный врач Кыргызской республики, член Джугурку-Кенеше 2 и 3 созывов. В настоящее время он является директором Наукатской районной больницы. Айджана Аманова, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ.